Всем привет из солнечного Крыма. Мы находимся в Ялте. У нас тут Новый год намечается. Набережная Ялты центральная. Конец декабря. Едем. Сегодняшний маршрут у нас на Форосскую церковь по Старосевастопольской дороге. Это мое первое видео на новом байке в Ялте. Сейчас мы едем в сторону Ливадии. Выехали с набережной. Приморская, сейчас набережная. Так, расскажу вам, напомню про новый байк мой. У меня до этого был Куб немец. Там была у меня 500-ка встроенная. И отдельно 500-ку я купил, заказал сумку под 500-ку вторую и вешал ее под раму. Вот. Итого у меня было там заряда 1000 ВХ. Там 27,5 были колеса, рама 140-я. На нем я откатал где-то года 2,5 где-то. Вот. Потом я решил, я долго думал, хотел, чтобы в раму встроенная батарея была. И еще, чтобы можно было дополнительный
аккумулятор, чтобы был. Все думал, там 625, 750 там уже вышли. Вот. Основной. И, короче, сперва мне там товарищ обещал привезти с Германии, но у него не получилось. И мне пришлось искать самому, что-то думать. Ну и, в общем, искал я, думал. На сайтах разных смотрел новые. Ничего не было. По России толком ничего и не было нормального. Вот. И решил я посмотреть на Авито. БУ новый, там, что там вообще есть. Ну и, в общем, наткнулся я на электричку Scott фирмы. Вот. Тоже с мотором Bosch. Scott ERA 930. Со встроенным аккумулятором в раму 625. Вот. Но в основном были БУ и был один новый. Всего по России их продавали 3 штуки где-то или 4. Двое продавали в таком бордово-красном цвете. Один черный, один, по-моему, оранжевый. Вот. Ну и, в общем, смотрел, думал. Так, сейчас мы тут на ту сторону, но надо переехать. Там мы сейчас в сторону Ливадии едем. Вот, и, короче, решал, я думал, потом еще товарищ мне: о, так бери, типа, ты же на этом Скотте можно дополнительно ставить, не вешать, а ставить дополнительную батарею 500-ку. Вот. И, короче, потом я начал смотреть про этого Скотта и решил купить его. Продавали там 2 в Москве и Подмосковье. Один где-то на севере, а один не помню где, в какой области. Вот, значит, ну и, короче, в Подмосковье там товарищи есть. Поехали, посмотрели, оплатили и отправили мне с оттуда в Крым. Вот, отправили
этим, не с деком, а как она называется, эта компания транспортная. Деловые линии, во. Феодосию отправили, я получил, вот, и уже в Феодосии там начал на нем кататься, тестировать, кататься. В общем, комплектация такая была. 29 колеса, Максисы, покрышки были. Ливадия у нас сейчас. Нам сейчас будет на Ливадийский дворец налево, нам направо. Вот, и получается, что покрышки Максисы, да. Вот. Рама 140-я. Цвет такой, как ближе к вишневому. Вот. Батарея 625 встроенная. Так, выезжаем на трассу Лена. Сейчас едем в сторону Айпетри. Фух. Так, MTB у нас, да, режим. И вот, в общем, вилка передняя Marzocchi Z2, задний амортизатор, как-то там название я уже и не помню. Ну, уже начали прикольно делать вверх тормашками амортизатор. Кто-то понес елку. Не захотел ехать. Пропустил нас, молодец. А вон какие горы. Ух, красота! Горы в тумане. Так, нам надо сейчас переехать на ту сторону. Сейчас посмотрим. Можно. Едем в сторону Айпетри, на трассу на Севастополь. Вот, и, в общем, что, потом я загорелся купить другую вилку под цвет велосипеда.
красную Marzocchi Z1. Нашел на сайте там официальном. Заказал, привезли, поставили. Ну и потом же товарищ мне привез с Германии комплект, чтобы поставить второй аккумулятор 500-ку. Вот. Ну и короче я поставил себе второй аккумулятор, и у меня сейчас стоит 625-ка встроена плюс 500-ка 1125 БХ. Как говорит товарищ, говорит, бесконечные путешествия. Ну как сказать, ну на МТБ мне хватает на километров 70-75. На туре, если пыхтеть, где-то километров 100. Ну еще смотря какая местность же. Смотря какая местность. Подземный переходик. У нас рюкзак. Мы заезжать не будем по ступенькам. Фух, жарко уже, да. Севастопольское шоссе. Сейчас, ну, на Севастополь дорога. Направо на Айпетри ехать, а нам прямо до Алупки, до поворота на старое Севастопольское шоссе. Фух. Да, в этом году я запись с Ялты начал поздновато. В том году я записывал, по-моему, с октября уже. А не, в том году я в Сочи уехал. В том году я в октябре уже был в Сочи. Так что я в Ялте начал запись где-то с декабря, да. Где-то с числа с 15 октября я начал запись. А в этом году он тоже шоссейники. А в этом году я начал вот запись 27 числа. А пока карты памяти там освобождал место, никуда не спешил. Фух.
потихоньку. Там у меня еще куча записей с Феодосии. Потихоньку он начал выкладывать на ютубе. Что-то там тучки странные. Фух. Хорошо. Тепло сейчас. Крутишь педали. Тепло. И здесь получается два аккумулятора. Сейчас у меня 625 плюс 500. И вот на компьютере одно деление сгорает. Вот если на MTB, то сгорает где-то через километров 16, 18 там, смотря какая дорога. На турбо через 10-12 тоже такая, смотря, дорога. То есть здесь уже чуть-чуть по-другому запас энергии израсходуется. Сейчас мы пока проедем Орианда, Гасфора, Алупка, потом верхняя трасса. Можно было поехать по нижней, но я не знаю, там надо, ты же все равно на трассу выезжаешь, эту вот. И где там разворачиваться, поворачиваться, там, блин, машины ж постоянно, блин, поток. Поэтому я езжу этой дорогой. Что-то пасмурно там. Дождь передавали на 6 где-то. С 6. Он тоже спортсмен. Шоссейник. Поехал на подъем. Фух. Сейчас подъем пойдет.
пошли, пошли на подъем, на подъем. Бодрячком, бодрячком. Ай-яй-яй-яй. О, впереди едет велосипедист. Туда, то есть со стороны Севастополя пацаны уже поехали домой, а мы только едем. Но этот сам, а те группой трое, четверо. Он давит, давит на педали. Крутит, крутит, встал и крутит. Тяжко, тяжко идет. Шоссейник, да. Шоссейнику вообще легко. Что там весит он? Велосипед килограмм 10. Колеса тоненькие. По вот такой вот дороге вообще песня. Поперли, а нифига себе. Попер нормально. Да, попер нормально. Молодец, парень. Какой-то спортсмен, прям серьезный. Ты смотри, как чухнул. Это у нас, по-моему, Гаспара или Мисхор. Да, он тащит нормально вообще так. Куда он, интересно?
едет по этой дороге до Фороса, что ли? Или будет сворачивать, как и я, на Старосевастопольское? А вот сейчас будет потрясающий вид. Вон он, видок такой отсюда. Правда, пасмурно. Туманно и пасмурно. Ямки. Пошел спуск. А вот вид тоже. Он подъем такой, офигеть. Парковая Кариз. Доехали до Карииза только. А еще у нас впереди Алупка. Да, он чухнул так нормально, паренек. Юсуповский дворец налево 3 километра. Воронцовский дворец 5 километров налево. Ну да, вот уже и доехали до Алупки. Фух.
Все, доехали до поворота на старое Севастопольское шоссе. Почти доехали. Еще не доехали, еще чуть-чуть он проехать надо. После заправки надо проехать еще чуть-чуть. Проехали 16 километров. Вот уже пропало деление на 15 где-то. Ну вот 15 километров на МТБ. Одно деление. Грубо говоря, да, километров 70-75 можно проехать на МТБ по такой дороге. Там, где есть и спуски, и ровно, и подъемчик. Ну а если постоянно в горы ехать, то, конечно, не хватит столько. Хватит на километров, наверное, 40-50. Доехали. Алупка. Нам прямо вверх. Наконец-то. О, красота. По верхней трассе, еще одной верхней. Свобода! Можно без рук ехать. Хе-хе.
Сейчас будет у нас запись еще с одной камеры. С Insta360. Фух. Секундочку. Запись пошла. О. Пожуем жвачку. Все, едем дальше. Ой, хорошо. По этой трассе ехать вообще самое лучшее. Машин нету вообще. Ну там одна-две проедет, 3. И все. Горы в тумане. Не видно ничего. Фух. Без рук едем. Ого, ветер подул. Женщина вообще, он идет посреди дороги с пакетом. Фух. Ученики ездят. Ох, тяжко что-то на подъем. Кошка там он виднеется. Гора Кошечка. Семис сейчас, да, сейчас Семис, Голубой залив, все дела. Да тут вообще тихо так, спокойно, машин нету.
вообще песня. Да, ветерок сегодня. О! Рюкзак тяжелый, что ли? Ну да, я, блин, вчера вообще на турбо поехал в Гурзуф на турбо, потом с Гурзуфа на турбо, потом заехал домой, там сходил в туалет, там перекусил, поехал в Семииз, тоже на турбо, с Семииза назад тоже на турбо. Короче, весь день вчера на турбо. 80 километров я вчера жахнул на турбо. Ну а так, если да, на дальняки, на километров 80-100, то третий аккумулятор надо брать в рюкзак. 500-очку. Ну, в принципе, на МТБ можно проехать. Вот я ж говорю, километров 70. Вот. 70. Ну и все, в принципе. Ну, 75 это максимум. А 5 километров, допустим, если вот 80, то 5 километров как бы крутить без двигателя не очень хочется. Поэтому надо брать, когда на дальники вот едешь, то надо брать от третий аккум. Третий аккум кинул и попер. Горы вон красивые. Ну вот если на Форос ехать, то надо 3 аккума, то есть надо с собой брать третий, потому что на МТБ хватает доехать до Паркового, и из Паркового потом едешь уже назад через Семииз, нижнюю дорогу, и доезжаешь до Воронцовского дворца, и все. И закончилось заряд. А с Воронцовского еще надо ж домой доехать 20 километров, как бы. Поэтому на Форос только с 3. Только с 3 аккумами. Да. С 3 аккумами можно, да. В Алушту тоже надо брать 3 аккум, потому что где-то километров 85 в обе стороны
90 там, где-то так. Да, здесь вообще песня. Едешь, машин мало, воздух чистый. Природа обалденная. И, кстати, положили новый вот асфальт с Алупки, с поворота и аж до Парковая. Вот. Или не, подожди, или не до Парковая, а даже чуть дальше. Что там у нас за Парковым? Забыл, как там оно называется. А тут я еще ездил последний раз до... Ну, я почти доехал до Фаровской церкви. Я, короче, перед... Там, получается, развилка. Налево спускаешься уже на саму трассу эту, севастопольскую. Вот. А направо едешь на Фаровскую церковь. Там буквально километров 5. И, короче, вот перед этим поворотом какая-то есть там достопримечательность и источник. И женщина по выходным туда приезжает с машиной, продает кофе, чай, булочки. Но она, говорит, только в выходные. И я в тот раз так кайфанул. Я такой еду, смотрю, стоит машинка такая небольшая, и там типа кофе, чай написано. Я думаю, вот это круто. А вот когда проезжаешь километров, ну, где-то 30-40, тоже как бы хочется встать, там что-то перекусить, выпить. Вот. И я тогда кайфанул, кофейка бахнул. У меня еще была шоколадка. Та, милое дело. Затрепал, выпил, наелся, напился и поехал дальше. С левой стороны там море, с правой стороны горы, впереди горы, везде горы. Голубой залив. Доехали. Фу. Не, здесь красиво вообще, мне здесь нравится. Я, кстати, в этом году только начал сюда ездить. В том году, позатом году я не ездил. Смотрел, все там ездят, там выставляют фотографии. Вот. И как бы я думал, ну где-то там куда-то ехать далеко. А, у меня еще 2 акума было, как бы, и с 2 акумами. Это мне надо было там 3 покупать. Вот.
Короче, я не стал уже ездить. Смотровая. Ой. Красота, вон море. Коцевели вон. Ничего себе. Прикольно. Вот такие тут виды. Тут туманчик, да, присутствует. Туманчик присутствует, да. Да, Коцевели сейчас у нас получается верхние. Мы постоянно нижние там ездим в Семисв, Коцевели, а это аж верхняя, самая дорога, самая-самая верхняя. Получается, есть нижняя, это близко к морю, которая, потом средняя Севастопольская трасса, и вот это самая верхняя Севастопольское шоссе, старое. Фух. Фух. Старенькие домики. Проехали 24 км. Это пешком идет. Красота! Еще идут пешком. Там внизу у нас гора Кошка. Я вижу. Сзади машина.
хорошо. Кацевели он уже заканчивается. Да, трасса здесь вообще отличная. Дорога, трасса, дорога. Вообще четенькая. Песня, а не дорога. Едешь и наслаждаешься. Куда там в горы пошла грунтовка. Вспоминаю я, вспоминаю я. Так. Тут что-то грязно. Что-то грязно. Нам дальше поворот налево есть на трассу, спуск. Цистерна такая, что ее тут оставили? Вода, что ли, там? Море слева. Горы в тумане, он Оползневое. Доехали мы до Оползневого.
Это у нас за Коцевели получается. Коцевели, потом Оползневое. Привет, привет, собака. Собака малая. Еще собаки. «20 км». А мы 34 км. Дети, пешеходы.